Начинают наш выпуск сообщений из Чечни. Сегодня на рассвете федеральные силы в Чечне высадили тактический десант в районе населенного пункта Шатой, одного из последних опорных пунктов дудаевцев на юге республики, сообщил ТАРТАСС представитель командования объединенной группировки федеральных сил. Сейчас принимаются меры к блокированию села и предотвращению жертв среди мирного населения. По предварительным данным, дудаевские отряды оказывают ожесточенное сопротивление с использованием всех видов имеющегося у них оружия. Наши корреспонденты передают. Ходом операции, которая началась в 4 часа 30 минут в окрестностях Шатоя, я удовлетворен, сообщил командующий объединенной группировкой федеральных войск генерал-полковник Анатолий Куликов. Передовые отряды и воздушный десант сломили группы прикрытия на подступах к Шатою. Сопротивление боевиков ослаблено. Нажай-Юрт также можно считать заблокированным. В подразделениях Дудаева нарушена система управления и связи. Чеченские ополченцы покидают боевые позиции и стремятся проникнуть в равнинные районы. К командованию федеральных войск обращаются посредники с предложениями об условиях сдачи оружия. Обстановка к нынешнему часу дает основания полагать, начался завершающий этап ликвидации незаконных вооруженных формирований и восстановлению правопорядка в Чечне. А в минувшие сутки, сообщил пресс-центр федеральных сил, убитых во внутренних войсках нет, ранены 7 человек. 31 дудаевец убит, подавлено 9 огневых точек противника, у боевиков изъяты 1 танк, 1 БТР, 2 орудия, 12 гранатометов, 313 взрывных устройств. Это официальная статистика. То, что осталось за рамками статистики. Как сообщили наши корреспонденты, сегодня в Веденский район, высокогорные села, которые практически не пострадали в ходе недавних боевых действий, в свои дома вернулись около 1000 беженцев. В ночь на 9 июня миной взорвано железнодорожное полотно на участке дороги Хасавюрт-Карлан-Юрт, ведущей из Дагестана в Чечню. Повреждены и получили смещение рельса на пути длиной в 70 метров. Это уже вторая диверсия на данном участке за последний месяц. Среди мусульманских стран, которые поддерживают Чечню и не только морально, нередко называют Турцию. Вспоминают и схваченного турецкого шпиона, и поставки организации «Серые волки» вооружений и обмундирования боевикам, и многое-многое другое. Но насколько поддержка режима Дудаева соответствует настроениям рядовых турецких граждан? Об этом репортаж наших специальных корреспондентов. Эти улицы Анкары не раз являлись свидетелями яростных шествий в поддержку Чечни. Здесь сжигали российский флаг, здесь скандировали лозунги «Смерть неверным». Но означает ли это, что между нашими странами навечно пробежала черная кошка? За несколько дней пребывания в Турции, конечно, трудно сделать глобальный анализ, но одно не вызывает сомнений. При слове «Чечня» у турок глаза крови не наливаются и руки в кулаки не сжимаются. Отношения спокойны. Ведь у турок, между прочим, тоже есть своя Чечня. Борьба с боевиками курдской рабочей партии в Северном Ираке и на собственной территории. Действительно, некоторые пытаются представить войну в Чечне как священный джихад против неверных. Как-никак среди миллионов выходцев с Кавказа на турецкой земле проживают несколько сот тысяч чеченцев. Но зачастую не они являются носителями антироссийских настроений. Чеченцы настолько обосурманились, простите за устаревший термин, что мало чем отличаются от коренного населения страны. Вероятно, турецкая улица, хотя мы этого не застали, иногда действительно бурлит в связи с чеченскими событиями. Ведь ни одно общество не застраховано от крайних проявлений религиозного фанатизма. Но один характерный пример. В этой мечети во время съемок нам настоятельно не советовали разговаривать по-русски. Опасались неприятностей. Но мы разговаривали, и в ответ получили добрые улыбки, рукопожатия и даже приветствия на ломаном русском. Действительно, турки высказывались за скорейшее прекращение кровопролития. Но упаси Аллах, ни в коем случае не ратовали за вмешательство в этот конфликт, считая его внутренним делом России. Сегодня турки больше думают о благоустройстве и безопасности собственного дома. Так что повторения Крымской войны из-за Чечни ожидать не приходится.